Хаумалы, хурметли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Ну что ж, можно уже, наверное, говорить открыто, прямо. Все вы знаете, я покинул Россию. Сейчас я нахожусь в Литве, где получаю политическое убежище. Подал прошение. Но почему я покинул, какие были причины, об этом, наверное, подробно написал в Делегриале. Такая хорошая статья. Но еще скажу от себя, скажем так, из первых уст. Дело в том, что у нас в России в последнее время оппозицию все больше и больше, все сильнее начали преследовать, сажать. Да, штабы Навального признали экстремистскими. Фонд борьбы с коррупцией, вдумайтесь только в название, Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистским. Открытая Россия стала нежелательной. И всех ее последователей начали сажать, преследовать. Это что касается общей федеральной повестки. Ну и помимо них там еще много нацболов там, да, глушат, других там активистов преследуют. Помимо этого у нас в Республике Башкортостан еще национальная повестка есть, где есть, я считаю так, башкирское национальное движение. Ее активистов очень активно тоже преследуют, сажают. Далеко ходить не надо, то есть это примеры, они все вот они на виду. У нас посадили Айрата Дильмухаметова на долгие 9 лет. У нас запретили организацию Башкорт, к которой я имею непосредственное отношение. У нас Ильмиру Бигбаеву осудили только за то, что она хотела помогать матери Айрата Дильмухаметова. У нас посадили Рамилю Саитову. Это все, заметьте, это все за последний год-два. У нас посадили Лилию Чанышеву, да, хотя она открыто в эфире «Эхо Москвы» сказала о том, что она уходит из политики, будет заниматься там домашними делами. Но, хотя у нас есть Конституция Российской Федерации статья, по-моему, 54-я, да, которая говорит о том, что закон обратной силы не имеет. Но, как видимо, не в этом государстве. Так вот, ее тоже посадили. И, скорее всего, дадут большой срок. У нас посадили 4 ребят по Кармаскалинскому делу. Хотя они ничего не успели совершить. Они до сих пор сидят, находятся под следствием. Я считаю, это месть за Куштау. Помимо открытых вот этих преследований, есть еще, скажем так, темные делишки, которые творят тетушки различные. Бадрановско-хабировские, я их так называю. Они избили Ильдара Юмагулова, да? Все его прекрасно знаете. Это громкое преступление, которое до сих пор не закрыто. Хотя вроде бы видеокамеры, все есть. У нас уничтожается имущество оппозиционеров, сжигают машины, разбивают машины, разбили машину защитника Куштау, сожгли машину Руслана Нурдинова, мою машину, да, тоже разбивали, плакаты какие-то клеили. Помимо этого еще есть оголтелое, скажем так, преследование со средств массовой информации, это Башинформ этим активно занимается, какие-то телеграм-каналы, которые, считаю, околовластные, там идут открытые угрозы, фейковые новости, откровенное вранье об оппозиции. Вся эта вот общая тенденция особенно начала набирать обороты вот именно во время Хабирова. Многократно увеличилось. Меня недавно вызывали на допрос по Кармаскалинскому делу, это в сентябре, в Центре по борьбе с экстремизмом, где следователь говорил о том, что, вообще задавал вопросы, там более 50% вопросов касались именно организации Башкорт. Хотя, во-первых, я никакого отношения к Кармаскалинскому делу не имею, меня вызвали туда. И вот эти вопросы меня очень, скажем так, удивили. Когда организация Башкорт начала осуществлять свою деятельность, кем я там был, какие посты занимал, чем я там занимался, чем занималась организация Башкорт, знал ли я там Фаиля Алсынова, то есть, да, вот такие вот. Какое отношение вообще организация Башкорт имеет к Кармаскалинскому делу? Никакого. Но все это вызывает, скажем так, наводит на определенные мысли, что первое, либо хотят организацию Башкорт сделать организатором данного инцидента Кармаскалинского,
либо они хотят подвести к тому, что организация «Башкорт» продолжает осуществлять свою деятельность, что тоже влечет за собой уголовное дело. Я долго думал, но в итоге решил уехать из страны. Вот эти основные причины, скажем так, и сподвигли. Как вы знаете, да, что Лилию Чанушу посадили, хотя она уже отошла от дел, но ее посадили за прошлое, что, скажем так, может легко коснуться и меня. Я потому что продолжал заниматься своей общественно-политической деятельностью, писал критикующие статьи о власти, выступал с критикой на различных ЕИНах, на пикетах. Поэтому и в последнее время мне уже, так скажем так, начали говорить о том, что скоро тебя посадят. Не осталось недолго, намекали. Вот я принял решение улететь из России. Чем я собираюсь заниматься здесь? Помимо того, что я буду работать, чтобы обеспечить свою семью, я еще собираюсь заниматься общественно-политической деятельностью, потому что кто-то должен этим заниматься. К сожалению, в самой Башкирии сейчас этим заниматься практически невозможно. Как я сказал, всех преследует, кто что-то либо открыто говорит. Отсюда, скажем так, безопаснее. Я буду продолжать говорить о событиях в Башкортостане, о том, что сейчас происходит, о том, что мы собираемся делать. У нас есть команда единомышленников, которые мыслят примерно одинаково. Мы считаем, что это Российская Федерация, которая в кавычках федерация, да, сейчас должна быть переучреждена на договорных основах всех ее субъектов друг с другом. Такая горизонтальная должна быть федерация. Мы считаем, что всем остальным субъектам федерации, которые не имеют статуса республика, это областя, края, округа, да, они обязаны получить статус республик, чтобы были все равноправны. Что касается нашей республиканской, да, повестки, я считаю, что надо работать над построением гражданской нации, политической гражданской нации, о которой говорил Айрат Дильмухаметов, и которая возникла на Куштау, я считаю. Это яркий пример тому, что гражданская нация может быть построена. Я буду развивать эту идею. Но пока на этом все. До свидания, до новых встреч.